Маломобильные ухтинцы остались довольны ремонтом дворов, которые в городе провели минувшим летом. При замене асфальта подрядчики учли почти все просьбы местной организации инвалидов. Впрочем, за сезон удалось решить далеко не все проблемы. Места, на которые горожане с ограниченными возможностями жалуются не один год, еще остались. В рейд по проблемным точкам отправилась и Виктория Науменко. Наталья Булгакова передвигается по двору собственного дома без посторонней помощи. Свободно подъезжает к автомобилю, садится за руль. Этого момента женщина ждала много лет. Одним из главных препятствий к полноценной жизни для ухтинки с ограниченными возможностями безгранично активной жизненной позиции мамы двоих детей долгое время становился собственный двор по адресу Сюнюкова, 18. В прошлом году была встреча с Османовым Магомедом Нурмагомедовичем. И он лично меня от первого подъезда помогал провести до 4-го. И он, конечно, задал вопрос, как вы тут вообще живете. Я говорю, куда мы только не писали, куда мы не обращались. 25 лет ситуация не менялась, то есть двор не ремонтировался. Он взял наличную заметку и обещал в этом году сделать нам двор. Обещание выполнено. При ремонте учтены все нормативные требования доступной среды. На тротуарах есть столь необходимые маломобильным гражданам и мамам с колясками разрывы с плавными съездами. Естественно, стало намного лучше. Не только маломобильным группам населения, а к ним относятся инвалиды-колясочники, мамы с детскими колясками и пожилые люди, использующие трости. Но также и тем, кто имеет автомобили, потому что расширили проезжую часть, расширили тротуарную дорожку. При ремонте дворов в Ухте в последние 5 лет подрядчики и мэрия советуются с представителем местной организации инвалидов. Так, при ремонте 3 лестниц, которые планируют закончить к ноябрю, подрядчики Ухта-Спецавтодор тоже пообещали учесть пожелания людей в инвалидных креслах. По возможности. Она, к сожалению, есть не всегда. Надо бы установить съезды металлические, но ширина их должна быть более шире, чем они заложили в документацию, то есть потому что никакая коляска с теми швеллерами, которые они заложили, то есть она не войдет туда просто. Даже в любом случае здесь нужно будет сопровождение человека. Допустим, если это будет колясочник, то его в любом случае придется сопровождать. Уклон нормативный здесь соблюсти невозможно просто по техническим причинам. Кстати, одна из 3 лестниц, подлежащих ремонту в этом году, находится рядом с Ухтинской организацией инвалидов. А вот пешеходный тротуар к ней в этом году, увы, не затронут. Председатель Ухтинской организации инвалидов не раз поднимал вопрос на комиссиях о безопасности дорожного движения и комфортной городской среде. Пока безрезультатно. По иронии судьбы, пешеходный тротуар возле Ухтинской организации инвалидов не эксплуатируемый для людей с ограниченными возможностями. Как мы видим, девушки едут по проезжей части, потому что здесь ехать просто невозможно. По-прежнему проблемой остаются съезды на пешеходных переходах. Не на всех даже недавно отремонтированных улицах они предусмотрены. Незначительная на первый взгляд деталь создает огромные проблемы для маломобильных граждан. Им приходится лишний раз просить посторонней помощи, чтобы въехать на тротуар. Особенные неудобства создают проблемные дороги и тротуары рядом с социально значимыми учреждениями, к примеру, фондом социального страхования. Больше даже сложность представляет асфальтовое покрытие, чтобы добраться до пандуса. Данный пандус тоже не отвечает нормам, чтобы все, скажем так, маломобильные группы могли по нему беспрепятственно забираться. Второе, все-таки оно и же основное. Асфальтовое покрытие, прошу обратить внимание. Следующее. В принципе, да, опять-таки, здесь находится у нас много социально значимых объектов в данном моменте, вот здесь, в этом здании. Когда дойдет очередь до ремонта обозначенных проблемных территорий, пока неизвестно. Но председатель Ухтинской организации инвалидов рук не опускает и доносит пожелания на заседаниях всех городских комиссий, связанных с благоустройством. Успешный опыт в этой сфере уже есть, а значит и надежда вновь быть услышанными. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.